все, но коляска есть. Видимо, на паровозе. Подъехать Наташа с России. Она, видимо, просто вокзал встречает на... Доброе утро, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать на воскресном богослужении в церкви Преображения Камня города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся и мы прославим Господа. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за этот чудесный день, за собрание наше, за всех людей, кто здесь и кто будет еще, за то, что у нас здесь тепло, за то, что у нас есть это здание, Господь. Господи, Ты глава этой церкви, Ты царь царей, все принадлежит Тебе, и Ты достоин всей славы. Прими эту хвалу, Господи, которую мы приготовили, и мы ожидаем от Тебя в этот день, мы ожидаем, что Ты будешь говорить нам, что Ты будешь вести это собрание. Мы отдаем все в Твои руки, Господи, и уповаем на Тебя. Прими всю славу и хвалу. Аминь. Давайте мы прославим Господа. Ярче, чем солнце свет, Ты бездна святой любви. Нет, знаю, другого нет. Есть, знаю, есть только Ты. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь наш Элохим. Ты славою облечен, Ты вечно превознесен. Ты начало и Ты конец. Ты Бог мой, Ты мой Отец.
Иду я за тобой, иду я за тобой, за тобой. Иду я за тобой каждый день, иду я за тобой, Иисус, иду я за тобой, за тобой. Иду я за тобой, иду я за тобой, иду я за тобой, за
небеса. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня любви, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет. Я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Это песня хвалы, словно птица парит в небеса. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня любви, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет. Я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца.
смотришь на этот мир, Господь. Мы смотрим друг на друга над Твоими глазами, Господь. И научи наши сердца, чтобы мы были открыты друг другу, Господи, чтобы любовь Твоя объяла нас всех, Господь. Слава Тебе, Иисус, за эту церковь. Спасибо Тебе, Господь, за пастора нашего, Господь, которого Ты нашел верным, Господь, и поставил на это служение. И Ты даешь ему силу, Господь, силу Духа, Господь, чтобы он выполнял Твое поручение, чтобы он нес, Господь, это служение перед лицом Твоим, Господь, но не перед человеками, Господи. И мы благословляем нашего пастора, чтобы у него был высокий дух, Господь, как у Даниила, Господи. Мы благословляем его, Господь, духом прославления, чтобы он прославлял Тебя, Господь, как Давид Тебя прославлял. Славим Тебя и благодарим, Господь, и благословляем его сердцем Отца, Господь, чтобы каждому, Господь, хватило его заботы, его терпения, его любви. Спасибо Тебе, Господи, за каждого служителя, за прославление, Господи, через которые мы входим в Твои благословения. Землю, Господь, обетования, где Ты, Господь, где ангелы поют, Господи. И также мы благословляем тех людей, которых Ты призвал на это служение, быть поклонниками, Господь, Царства Твоего сердца, чтобы они умели слышать, Господь, музыку небес, Господь, чтобы эта музыка пришла здесь, Господь, где Твой народ, Господь, чтобы пределы Царства Твоего распространялись. Господи, мы благодарим Тебя за дары Духа Святого. Ты сказал, что каждого уверовавшего будут сопровождать сии знамения, когда мы будем именем Твоим возлагать руки на больных и молиться, чтобы они исцелились. Они будут исцелены. И мы сейчас, как церковь, соглашаемся в молитве, согласие, единство, где Ты и где мы с Тобой вместе соединяемся в одном духе. И мы говорим, если есть какая болезнь, если есть какая нужда, да будет она разрушена именем Иисуса Христа, силой и могуществом Духа Святого. И Господь, пусть придут Твои ответы, пусть придет восстановление, пусть придет новые идеи, Господь, дорога откроется, Господь, пути, где люди ищут решения, Господь. Пусть каждый, призывающий имя Твое, да будет спасен во имя Иисуса Христа. Также, Господь, мы благословляем начальство и власти, ибо Ты сказал в Слове Своем, чтобы мы прежде всего молились за всех человеков и благословляли начальство и власти. Спасибо Тебе, Господь, ибо всякая власть поставлена Тобой. Мы благословляем их страхом Божьим, Господь, смирением, Господь, перед Тобой, чтобы они просто сверхъестественным образом были водимы Духом Твоим. Слава Тебе, Господь, за этот город, который Ты поселил нас каждого, ибо у нас у каждого есть миссия на наших рабочих местах, среди наших соседей, среди наших знакомых, нести свет Царства Божьего, Господь. И пусть, Господь, каждый стоящий перед Тобой, каждый слышащий сегодня, Господь, эту молитву, согласится и присоединится, и примет, Господь, это предназначение быть светом и солью в этом мире. И да будет во всем воля Твоя, во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Аминь. Дети, подростки, дети, выходите, пожалуйста, сюда. Давайте мы помолимся за вас, мы благословим вас. Вы знаете, у нас добрая традиция. На каждом собрании мы провозглашаем что-то хорошее, что-то благое в жизни наших детей. Я все время думал, зачем мы сцену сделали. Теперь я понимаю, зачем она вообще нужна. Что-то полезное, да, дети могут сидеть во время благословения. Вы все знаете, зачем, почему мы это делаем. Я хочу, чтобы вы сейчас скажите что-нибудь, что вы до этого не говорили от своего сердца. Просто провозгласите это в их жизни, хорошо? Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, который находится в этом собрании. Также за всех детей, кто в нашей церкви, но их нет по какой-то причине. И от всего сердца, Господи, мы сейчас благословляем их и просим Тебя, Господи, Ты благослови их также. Господь, пусть будет мир и радость в их жизни. Господи, сейчас такое вот праздничное, радостное время. Наступает в году Рождество, новогодние праздники. У них будут каникулы. Господи, я прошу Тебя, благослови их.
Пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной, Господь. Пусть Твоя рука, она будет в это время над ними, уберегая их от зла. Во время салютов, которые будут, гуляний, Господи, сделай так, чтобы не было никаких травм. Я просто провозглашаю это. Пусть они начнут потом после каникул новую четверть, кто учится в школе, живые и здоровые, полные сил, без всяких болезней. Пусть никакая простуда, никакой ковид, он не коснется их во имя Иисуса Христа. И, Господи, я прошу Тебя также, пусть будет радость действительно у них. И эта радость, она ассоциируется с Тобой. Во имя Иисуса, пусть будет так. Аминь. Аминь. Все дети могут идти на детское служение, которое проходит у нас внизу. Я вам передаю привет из города Нерюнгри. Вы знаете, что на прошлой неделе, в прошлые выходные нас не было, и я присоединился к группе людей с нашей церкви, кто ездил в Нерюнгри на несколько дней. Это было 12 человек нас всего. Хорошо провели время. Побывали там, пообщались с братьями и сестрами, были на собраниях. Слава Богу за все. Хорошо ездить, хорошо иметь общение, да? Потому что сама по себе поездка, это же, она не самоцель, не с туристической целью, ну и тем более в Нерюнгри, вот положа руку на сердце, если было уже несколько раз, то ничего нового там не появилось за это время. Я хочу вам сделать анонс такой также. Кто помнит, у нас была Анна Рысмановна Сандыбаева несколько раз. Кто помнит ее? Не так много людей. А кто был у нее из женщин? Был на женском семинаре. Хорошо, по-другому спрошу. Кто не был? Даже больше людей, кто не был. Есть радостная весть. Да, Анна Рысмановна, пока мы планируем, что она приедет к нам в новогодние каникулы. И если вы не были, и вы никуда не уезжаете из города, и вы будете здесь, я вас ободряю, чтобы вы были. Потому что, я не побоюсь этого слова, она человек от Бога. Она, я не знаю, она психолог или нет, практикующий. Ну, по крайней мере, я знаю, что к ней мои знакомые записывались на консультации по семейным отношениям. И она также имеет докторскую степень, то есть она доктор теологии. При этом, при всем, у нее очень трезвый взгляд на жизнь вообще, на роль женщины в церкви, в семье. То есть я сколько общался, могу подписаться под каждым словом практически. Вот, поэтому я вас ободряю быть. Мы проведем семинар женский, и она также, наверное, будет у нас проповедовать. Помогите кто-нибудь человеку обуздать это устройство. Можно, да, кстати, вот поставить на беззвучку телефоны, если, чтобы вот так не получалось. А то звонят, и не знаешь, что с ним делать, куда нажать, чтобы уже перестало. Вот, это будет ориентировочно. У нас до 10, да, или до 11 числа. 11 числа на работу уже, да? Или выходит. Кто-нибудь знает? Кто работает в бюджетной сфере, и вам еще не говорили, когда у вас каникулы, уже все должен знать? 10 уже на работу, да? Ну, вот я думаю, что к концу вот этого срока мы постараемся, чтобы она была здесь, чтобы у нас были выходные. Выпадает приблизительно на Рождество еще раз, на 7 число. Ну, где-то, я думаю, что мы в любом случае будем праздновать также и 7 числа. У нас будет какое-то праздничное собрание. Несмотря на то, что многие празднуют 25-го, вы знаете, да, мы много раз касались, почему так происходит у нас в стране, потому что есть разногласия, что православная церковь, она живет по старому штилю или по юлианскому календарю, в основном, ну, то есть светская власть, и в том числе наши государства, мы давно перешли на григорианский календарь. И вот эта вот разница, она есть, но просто учитывая, что 25 декабря это все-таки рабочий день официальный в стране. Вот нет такой праздничной атмосферы. И мы, как бы у нас будет, 26-го у нас будет здесь как бы праздничное собрание. 26 декабря это выпадает в воскресенье. Но все равно, так как 7-го это выходной день у всех, все государства. То есть нам ничто не мешает праздновать Рождество Христа 2 раза.
Да? Больше лучше, чем вообще меньше. Поэтому у нас также будет. И мы определимся с собраниями, посоветуемся. Будут женские семинары только для женщин. Плюс, помимо этого, у нее есть также, что сказать для мужчин. Поэтому, я думаю, она будет проповедовать у нас на воскресном собрании, которое будет. Вот, и я вас смотрю. Она также у нас преподавала в Евразийской богословской семинарии. И есть что сказать, есть чем поделиться. Слава Богу за нее. Хорошо. Что еще? Прежде чем мы перейдем к слову, у нас есть немаловажная часть служения, это десятины и пожертвования. И прежде чем мы начнем, мы будем давать, я бы хотел вас ободрить. Вы заметили, что у нас тепло? Ну, теплее, чем обычно. Хотя у нас котлы на максимуме работают, но это чтобы здание оно прогрелось. Я бы даже сказал, на втором этаже жарко. И, вы знаете, мы сделали определенные изменения в нашу систему отопления. То есть мы поменяли обвязку котлов. То есть вот, Господь, Он благословил нас вот таким встречам, братья, тоже верующие, из незарегистрированных пятидесятников. Ну, не суть. Вот как бы они просто работают в этой сфере, они нам переделали обвязку. Плюс мы поменяли теплообменники в котлах, которые также были забиты. То есть это нужно разобрать весь котел, снять какой-то радиатор, ну, то есть, который, собственно, дает тепло. То есть на обоих котлах теплообменники, они также были поменены. Слава Богу, что мы смогли это сделать, потому что, знаете, просто мы потратили, общая стоимость работ вместе с материалами, она в районе 200 тысяч получилась. Как бы 70 тысяч, 80 тысяч за работу, остальное материалы, слава Богу, за тех, кто благословил. У нас просто есть люди, которые благословили нас и материалами частично, и кто-то и что-то еще оплатили. И также слава Богу за вас, что у нас были деньги, мы рассчитались полностью. Мне немножко, как бы, знаете, такой, я думал, что мы вот-вот купим ковровое покрытие. То есть у нас ковровое покрытие, которое мы планируем постелить здесь, в зале, оно, стоимость его 300 тысяч рублей, ориентировочно. И вот вроде бы эти деньги были, но я думаю, что лучше в тепле, но пусть такой холод, зато тепло. Вот. Дальше у нас просто, если что-то решать, это уже по теплопотерям в здании, как бы, потому что система отопления, но вот сейчас она работает как нужно. Как бы, да? Посмотрим, что у нас будет в холодах. Но я думаю, что это вообще радостно. Когда ты живешь в Якутии, пусть будет лучше жарко, да, чуть-чуть. И поэтому я тоже думаю, что мы также прибавляем котлы, хотя у нас как бы большинство недели, если даже никого нету, пусть будет чуть дороже стоить, да, но зато мы будем сидеть в комфорте. Потому что я помню, когда руки примерзали к микрофону, не очень комфортно. И когда люди сидели в зале, они простывали, поэтому слава Богу за вас, что вы даете. Я просто, я думаю, что это нормально, что такое вот отчет, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Вот. Мы рассчитались на всеми, у нас есть небольшие недочеты, вот там видите, у нас батареи одной не хватает, но это мелочь, да, ее повесить надо обратно, она просто протекала, на это уже время не было, то есть ее сделают, повешают. И может быть еще какие мы по мелочи уже изменения внесем, где-то какие-то краны, может быть какие-то регистры будут поменены в прихожей. Ну а так, слава Богу, я вообще рад, что у нас тепло. Аллилуйя. Поэтому, я так понимаю, ведра уже пошли, да? Также вы можете десятинные пожертвования делать в электронном виде. Информация есть в группе, в нашей есть реквизиты. Еще раз, пусть Господь благословит вас обильно. Всех, кто дает. Хорошо, и у нас вроде бы приближается Рождество, радостное время, и есть много тем, о которых можно говорить в церкви, и они важны. И спасение, и поклонение, и сердце Отца, и все. Но вы знаете, суть в чем нашей веры вообще? Без Христа это вообще ничего не имеет значения. Поэтому так важно помнить об этом. И это действительно праздник, это действительно радость. Аминь. Но иногда, так как мы живем в этом падшем мире, бывает такое, что вроде бы и Рождество на носу,
вроде люди вокруг ходят, радуются, а у тебя в жизни все плохо. Ну, бывает такое. Я не знаю, может быть, у кого-то и не бывает. Но, знаете, у кого-то болезнь может быть. Поставили диагноз рак у родственника или еще что-то. Может быть, кто-то потерял работу, кто-то проходит через, не знаю, какие-то трудности в семейной жизни, кто-то на грани развода, кто-то проходит через развод. Ну и что-то подобное происходит. И тогда Рождество, оно какое-то грустное, да? Казалось бы. И вот сегодня я бы хотел, знаете, я так проповедь назвал «Грустное Рождество». И я поясню, на самом деле, да. Давайте мы прочитаем место Писания, прежде чем я пойду дальше. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 по 35 стих. Слушайте, я не знаю, как вам, я вот стою и даже жарко на сцене. Потому что когда сидишь и не двигаешься, вроде бы оно как-то... Здесь просто это кажется, как будто меня лампочка греет. Итак, с 25 стиха Евангелия от Луки, 2 глава. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновлению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычнику и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его удивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Интересное место Писания. И я уже, знаете, рассказывал такую историю. Я просто, она интересная вещь, да, вот вообще с историей из жизни, что вроде бы одна и та же история, но можно разные выводы сделать, да, и как бы может послужить разными примерами. И история такая, что в одной церкви детское воскресное служение, да, они готовили праздник, на Рождество и готовили сцену. То есть, как обычно, спектакль, то есть рождение Иисуса, то есть ясли, младенцы, волхвы приходят, то есть распределяют роли. И один мальчик, он очень сильно хотел получить роль Иосифа. Чтобы быть с Марией, прийти и вот этого куклу, там как бы, да, положить в ясли. Но роль отдали не ему, а его сопернику. Как бы, да, прямо с кем он постоянно соперничал. И вот он все думал, как ему отыграться и вообще, что сделать. Я извиняюсь сейчас. Мне здесь реально тепло. Вот, и когда наступил праздничный концерт, непосредственно эта сценка, и Мария с Иосифом, они подходят, проходят через всю сцену, подходят к этой гостинице, к дому, стучатся в дверь открывается, и они говорят: есть ли у вас место, где переночевать? И вот этот хозяин гостиницы, которого играл этот мальчик, он говорит: конечно, я вам отдам самую лучшую комнату. И наступила тишина, потому что этот парень, он был Иосиф, который играл, он был не готов к такому повороту событий, потому что это было не по сценарию. И такая пауза повисла. И он такой, все сидят, что он будет делать? И потребовалось там пару минут, чтобы он как бы собрался с мыслями, и он так классно сыграл, он так зашел туда, как бы переступил, посмотрел вокруг и говорит: и помойка, моя жена здесь не останется. Мария, пойдем, лучше переночуем в сарае. Как бы, да? Смешной пример,
Но вы знаете, иногда Рождество может прийти не совсем по плану. То есть, казалось бы, это такое радостное время. Вот все мы в таком предпраздничном настроении. Но кто-то поменял сценарий, да? Потому что мы не можем все контролировать, и то пандемия какая-то наступает, то локдауны, то кризис в стране, то рубль падает, то наоборот поднимается. Не знаю, может кому-то. Могут быть проблемы с друзьями, с семьей, как я уже говорил. Кому-то диагноз поставили болезни какой-то. И неожиданно кажется, что Рождество, оно такое грустное. Я к чему это говорю, знаете, интересная вещь, я не видел таких церквей, в России точно, наверное, нет, но на Западе, я вот слышал, в Америке есть церкви, которые празднуют, у них проходит отдельное богослужение, которое так и называется «Грустное Рождество». И, как правило, они его еще проводят, там, знаете, 21 декабря же, да, у нас самый короткий день, да, по-моему, то есть самый, 21, 22, я вообще не знаю, где у кого как, самый короткий день, и, то есть они накрывают еще, знаете, такой, то есть принимают хлебопреломление, когда вот причастие, и я просто смотрел на картинки, вот весь стол он украшен, знаете, такой, сухими ветками, как вот мертвыми такими, и вата такая лежит, как будто вот снег, там холод, и вот какой-то вот все такое, знаете, это вот специально для людей, которые проходят через какие-то трудности в жизни, как вот они это говорят. И не поются радостных песен никаких. Вот такие традиционные, как бы, христианские гимны. Вот сейчас, знаете, когда ходишь по магазину, ты в любой торговый центр заходишь, и там звучит радостная музыка. Да, и там, на 90% это все песни о Рождестве на английском языке. То есть есть целый такой пласт культурный. Рождество — это радость, то есть это рождение Спасителя. Но здесь как бы и вот такие вот, все очень серьезное. И один доктор психологии, он посетил одно из таких собраний, и вот он описывал и говорит, что, то есть вот аккомпанемент был такой, да, то есть пианино, клавиши, такая вот какая-то трогательная музыка, такая очень грустная. И псалмы такие, знаете, он интересно такую вещь сказал, что я пришел, и я искал какую-то надежду. Вот, когда я пришел на богослужение, и я ничего этого не нашел. Не было никакой надежды вот в этом. Интересная фраза. Потому что вот то место Писания, которое мы сейчас прочитали, про человека именем Симеон, который, был, если посмотреть, то пророчество и вообще, что он говорит, знаете, можно тоже зацепить такую грусть, потому что то, что он говорит, это все такое грустное. Давайте мы посмотрим, 25 и 26 стих, 2 глава, то, что он говорил, да? Был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть ему сказали, что Дух Святой ему дал такое свидетельство: ты не умрешь, пока не увидишь Спасителя, которого Бог приготовил для Израиля и для язычников. И вот здесь у Симеона, когда он пришел в храм, его Дух Святой повел в храм, он туда приходит, и вот у него единственный его шанс, пророчествовать о Христе, о Спасителе. И кажется, что его пророчество, оно наполнено вот такими грустными вестями. Вот он говорит, что? 34 стих. Сей, то есть вот лежит это нападение и на восстание многих в Израиле. То есть он говорит о том, что вот этот вот младенец, он кого-то поднимет, кто-то приткнется и упадет из-за него. И дальше он говорит, их предмет пререканий, то есть будут споры вокруг него, да?
Дальше, 35-й. Да откроются помышления многих сердец. Он откроет, обнажит, что есть на самом деле на сердце человека. И потом дальше он говорит про Марию, да, что говорит, и тебе самой оружие пройдет душу. То есть он здесь свидетельствует, пророчествует ей, говорит, что ты увидишь, как он будет мучен, как матери, да, пройдет вот оружие сквозь душу. Ты увидишь, как его убьют. У него будет ужасная смерть на кресте. Для большинства людей Рождество – это радостное время в году. Но есть другая, такая точка зрения и позиция, что, знаете, везде есть крайности, но если смотреть просто, вот, знаете, как младенец в яслях, в нашей культуре, в культуре многих других народов, то есть младенец это что? Обычно радуются, когда ребенок появляется в семье. Но Иисус, Он не пришел остаться вот этим младенцем, да? Который будет такой миленький, хорошенький, розовощекий. Но тень креста, она уже есть, она падает на это. Он пришел для чего? Для того, чтобы пострадать и умереть за человечество. И на самом деле, если также посмотреть, то самое первое Рождество, оно не было прямо таким радостным, казалось бы, да? Как одна, знаете, я просто смотрел цитаты вот разных людей и мысли разных людей вот по поводу Рождества. То есть, если, знаете, вот одна женщина говорит, что история о Рождестве – это о том, как девочка-подросток забеременела, и отцом ее ребенка не является ее муж. Ребенок рожден в сарае для животных. Его запеленали во что-то и положили в эту кормушку, да? Это история о том, как сотни тысяч младенцев, они были убиты царем Иродом, потому что он боялся, ему сказали, да, что вот родился царь Израиля, и он боялся конкурентов, и он убивал младенцев. Это история о том, как Бог, Он отправил своего Сына, да, с миром в этот мир, своему народу, да, но Он его не принял, этот мир, и был приговорен к смерти. Они убили его. Кто-то может сказать, что на самом деле первое Рождество было действительно грустное Рождество. Если смотреть это на это с такой точки зрения, но вы знаете, даже у Симеона, который пророчествует и говорит, что вот будет такое с Марией, он не заканчивает на этом. Да? Его пророчество, оно включает еще и другие слова. Это не только какая-то плохая весть. Когда он сначала увидел Христа, он что говорит? 2 глава, 29-32 стих. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Здесь можно чувствовать, да, как вы знаете, радость в голосе человека, что ему было позволено в его жизни увидеть спасение от Господа. Он видел этот свет, который будет для просвещения, для язычников, потому что язычники, они были, вообще, то есть, ходили во тьме. Да, было не все так хорошо во время рождения и убийства младенцев и так далее. Но все это меркнет по сравнению с тем, что этот младенец, он, для чего он предназначен, чего он добьется. Потому что Иисус, Он пришел дать свет и дать спасение. Аминь. Я вам хочу сказать, что Рождество – это не время ложить сухие ветки на стол.
Это не то время, когда нужно вешать нос. Это не то время, когда нам нужно, знаете, такие заунывные похоронные гимны петь. Грустную музыку. Это время для того, чтобы радоваться. Знаете, как написано? Потому что это знак того, что Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этот мир — суровое место. Тот, в котором мы живем. Люди умирают, люди разводятся, люди заболевают, люди теряют работу, теряют дома. И это действительно очень тяжелые испытания, с которыми люди, они встречаются. И это может произойти и с нами, и с людьми, которых мы знаем. Но послание Рождества, оно заключается в следующем. Вот послание в том, что Иисус, Он родился. Славьте Господа, потому что когда Иисус, Он родился, мы знаем, что бы ни выпало на нашу судьбу, мы не должны встречаться с этим лицом к лицу, один на один. Есть еще кто-то, кто будет с нами, кто проведет нас через это. Но если изъять Иисуса из этой истории вообще, то все становится совсем грустно. Это то же самое, как с церковью. Знаете, если убрать Иисуса из всех служений, из деятельности какой-то в церкви, можно заниматься благотворительностью, можно заниматься еще какими-то вещами, но нам нельзя забывать, что вообще в чем вся суть и кто центр вообще всего, кто дает нам силу и в чем наша надежда и упование. Убери Иисуса, и все становится совсем печально. Вы знаете, сейчас на Западе такой вот интересный феномен происходит. В западной культуре, западные страны, имеется в виду Западная Европа и Америка, как они вот называют, культура обмена. То есть сейчас западная цивилизация, она отказывается от тех ценностей, на которых она, собственно, была основана и воспитана, и взросшена. Казалось бы, Соединенные Штаты это всегда было такое очень консервативное государство в плане морали, в плане христианской морали, христианской этики, но они, то есть буквально еще несколько десятков лет назад, каждое утро в школе начиналось с молитвы, с христианской молитвы, молитвы Иисусу, молитвы Отцу. Сейчас не только молитвы нет, но вообще запрещено говорить. Более того, вот эта культура обмена, вы знаете, то есть многие вещи, они как бы пересматриваются, отменяются, все их отцы-основатели, там памятники сносятся, то есть я не знаю, что у них останется, но началось все как бы вот с христианства. То есть сначала отменили молитву, потом запретили приносить Библии, потом запретили говорить об Иисусе в школе. У нас сейчас в России свободы больше, чем, например, там, в этом смысле. И не так давно, в принципе, несколько лет назад в одной из школ, вот вы знаете, то есть очень тяжело как бы взять и что-то изменить. Вот в Советском Союзе мы когда-то проходили через что-то подобное, когда у нас государство, оно просто взяло и подменило Рождество на Новый год. Но здесь как-то такой хитрый финт ушами был, да? Что не совсем все отняли, а вот как бы просто сдвинули там, на какой-то срок. И вот эта вот елка у нас стала, хопа, и она уже не рождественская, она новогодняя. И подарки мы дарим уже не на Рождество, на Новый год. И вот эту вот радостную атмосферу ее просто как-то перенесли. Я, мое поколение, и, наверное, все присутствующие в зале, мы уже выросли с пониманием того, что вот у нас новогодняя елка, и что вот это Новый год, это семейный праздник, это не Рождество. Но изначально вот этот дух вот этого праздника, да, это вот то, что Рождество было. И вот в Америке, что-то похожее стало происходить, но у них, представляете, такое,
Они были основаны на этом, это всегда было. И вот те гимны рождественские, знаете, как «Тихая ночь». Ну, все знают же, да? И мелодия такая вот «Тихая ночь», как там? Я сейчас текст прочитаю, я, ну, как бы так, по мотивам мелодии, да? Как бы я петь не буду, потому что там мелодия такая сложная. Точно не моим голосом. То есть «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговении святая чита, чудным младенцам полны их сердца, радость в душе их горит, радость в душе их горит. Тихая ночь, дивная ночь, глас с небес возвестил, радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем Он принес. Свыше нас свет посетил, свыше нас свет посетил. И последний, да? Тихая ночь, дивная ночь, к небу нас Бог призвал. О, да откроются наши сердца, и да прославят Его все уста. Он нам Спасителя дал, Он нам Спасителя дал. Да, вы знаете, да, вот классные эти. И вот представьте, как это заменить, да? Это настолько впитано, вот вообще, да? Все знают это, они выросли на этом. И вот в школе решили, то есть, оставить музыку и поменять стихи. И так как вы знаете, то есть сейчас как бы, ну, происходит вот эта вот культура отмены, да, вот, происходит подмена понятий. Сейчас как бы аккуратно говорят, что это, вот раньше это называлось как бы рождественские праздники, да, или рождественский сезон там у них как-то, да, все. Сейчас это называют просто праздники, зимние праздники. То есть как бы Рождество, но потихонечку имя Христа они как бы отовсюду убирают. Это просто вот сезон праздников. Зимних праздников, вот такое вот. И вот этот, они взяли этот гимн, и они попытались заменить стихи, и они назвали его «Холод в ночи». И вот я просто вот первый там, ну, я текст когда увидел, ну, на английском языке, понятно, я попытался перевести, да, просто вот один куплет. «Холод в ночи, не видать никого, вьюга метет и метет, как я хочу быть счастливым в тепле, вместе с семьей не на ветре в избе». И вот такой вот дальше, знаете, там, полный депресняк. То есть, когда ты еще в Якутии вырос, да, вот это, такие картины, что ты сидишь где-то в лесу под елкой, и вокруг мороз ходит. То есть, вы знаете, что происходит? Ты убираешь Иисуса. Вот весь центр всего вот этой радости, это Иисус. Ты его убери, и будет депресняк. И то же самое происходит в жизни людей. Когда ты игнорируешь вот этого младенца Христа, как кто-то сказал, знаете, мне вот один проповедник, то есть вот эта пустая кормушка, пустые ясли, если ты убираешь оттуда Иисуса, она приводит к пустой жизни. Потому что центр всего это Иисус. Без Иисуса жизнь, она может быть очень депрессивной и грустной. Но Рождество, вообще, когда все происходило, знаете, вот мысль, которая повторяется, не бойтесь, то есть радуйтесь и не бойтесь. Вот по поводу не бойтесь. Вот в самом начале, знаете, когда ангел, он сказал Захарии, что он будет отцом Иоанна Крестителя. Он провозгласил ему следующее. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 13 стих. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Потом, когда ангел он пришел к Иосифу, ну, потом, вы помните, да, то есть вот эту вот историю, Иосиф вообще достоин отдельной проповеди, потому что, ну, вы представьте, ты собираешься жениться, у тебя помолвка, да, вот она жена, и твоя жена забеременела, ну, и ты понимаешь, что ребенок не твой. Да, и к нему приходит ангел, и он говорит, но когда он хотел ее, ну, как он был благочестивый человек, он хотел втихаря ее отпустить, просто развестись с ней, да.
Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Третье, когда ангел уже пришел к самой Марии, и когда она, сказать удивилась, это не сказать ничего, да, когда он ей сказал. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И потом дальше, когда ангелы они появились перед пастухами, и они им сказали, в поле, они сказали им следующее. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Снова и снова Бог, Он говорит: не бойтесь, весть она радостная, все хорошо будет, у меня все под контролем. Почему нам не бояться? Потому что эта жизнь, она часто очень несет неприятные сюрпризы. Часто может быть все так запутано. Почему мне не бояться? Нам не нужно бояться, потому что мы получили. Вот Евангелие это что? Это благая или радостная весть. Для всех людей. И то же самое сказал Симеон, про которого мы читали. Когда он сначала, первый раз он увидел младенца, он провозгласил, что это свет к просвещению язычников и славу народу твоего Израиля. Я не должен бояться, потому что Иисус, Он свет этому миру. Этот мир, он полон темноты. Обстоятельства в твоей жизни, они могут все так омрачать, что тебе и не видно выхода. Куда идти, что делать, как вообще жить. Но Иисус, Он приносит свет. Он приносит надежду. Я вижу, куда мне идти, что мне делать, потому что Он освещает. Аминь. Так тепло, что у меня нос расстоял. У меня редко когда такое происходит. Наконец-то дошло. Не знаю, когда мне просто жарко. Что я хожу, у меня уже... Нет, свет тут ни при чем, тут просто тепло. Но я же говорю, что это хорошо. Вот, слава Богу. И следующее. Иисус – это слава Божия. Как ему сказали? Что Он Иммануил. Что переводится Бог с нами, Бог посреди нас. Он не оставил нас здесь одни. Мне не нужно противостоять этому миру один на один. Что вот я стою и весь мир злой против меня. Мне не нужно противостоять одному смерти, разводам, заболеваниям. Бог, Он рядом со мной. И это истина, потому что Бог, Он дает нам обещание. В Римлянам 8 глава, 28 стих. При этом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что это означает? Это не означает, что все, что будет происходить в моей жизни, оно все будет такое хорошее и благое. Здесь речь не про это. Но здесь говорится, что если я люблю Бога, у меня есть обещание, что бы ни произошло в моей жизни, Бог, Он может взять и повернуть это во благо. Он может это повернуть, любая ситуация, которая произошла со мной. Он может это повернуть так, что мне будет хорошо. Хотя кажется, что что-то как-то не очень с самого начала. И все это истина, потому что Симеон провозгласил впервые, когда он увидел Иисуса: «Ибо видели очи мои спасение Твое». Иисус – свет моей жизни, Иисус – свет твоей жизни. И это Божья слава для тебя и для меня. Он источник нашего спасения. Он вся суть и центр всего. Он краеугольный камень. Аминь.
Потому что сам по себе я никогда не смогу быть достаточно хорошим, чтобы стать достаточно хорошим. Для того, чтобы Бог Он принял меня. Для того, чтобы перевесить вот тот грех, который был в моей жизни. Но когда я поверил в Иисуса, когда я принял, да, вот тот факт, что я грешный человек, и что мне нужно покаяться в своем грехе, и просто принять идею, что кровь Христа, она покрывает вообще все в моей жизни. И когда я принял решение, что я исповедую, то есть скажу своими устами, губами, что Иисус Христос, Сын Бога, и что Он Господь в моей жизни. И потом мы соглашаемся с тем, что нам нужно принять водное крещение. И мы погружаемся в эти воды и умираем для старой жизни, и воскрешаем, поднимаемся, и все там оставляем, и мы живем новой жизнью. Когда мы это делаем, Иисус, Он приходит в нашу жизнь, и Он меняет все. Поэтому, когда вот этот мир, он причиняет нам боль, когда этот мир, он заставляет и делает все вокруг так, чтобы тебе было грустно, даже когда твои радостные планы, они рушатся, как вот в этом, знаете, в самом начале истории, когда был этот спектакль на Рождество, ты планируешь одно, а все пошло совсем не так. Но есть причины для того, чтобы все равно радоваться. Радоваться во время Рождества. Суть в том, что многие люди, они путают понятия, вот как Божья радость и земное счастье. Потому что, знаете, многие верят, что вот у меня цель такая в жизни, вот, быть счастливым. И интересное понятие в это вкладывают. То есть, когда что-то, что происходит, или так скажем, случается со мной, оно хорошо, я счастлив. Но если то, что случается со мной, оно не очень хорошо, ну вот я несчастлив. И все плохо. То есть вот это внешние события, то, что происходит со мной, то даже на что я не могу повлиять, оно влияет на мое состояние, восприятия вот этого, да, счастлив я или нет. Если что-то идет не по плану, то вот у меня будет грустное Рождество. Мертвые ветки, суровые песни. Но вы знаете, когда Иисус приходит в наши жизни, Он просто берет вот эту грусть, вот эту. Все вот такое, то, что символизирует этот холод и вот это все. И меняет просто тона. Вместо вот этих вот черно-белое вот такое все. Жизнь играет совершенно другими красками. Павел он писал, послание Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. «Умея жить в скудости, умея жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Моя жизнь и мое восприятие вообще, оно не зависит от того, что случается со мной. Почему? Потому что я принадлежу Иисусу Христу. Потому что Он умер и воскрес за меня. И у меня есть обещание. И на жизнь в будущем, и то, что Он не оставит меня, и поможет пройти через все. Поэтому, как говорят, радуйтесь и еще раз радуйтесь. 90-й Псалом, 2 стих. Живущий под кровом, первый, второй. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Аминь. Иисус, Он центр. Вот в чем, знаете, где-то отменяет Рождество, где-то происходит какая-то подмена понятий. Само по себе, когда праздную, 2 раза праздную, 3 раза праздную, я только за. Это же здорово. Но нам нужно помнить вообще, в чем вся суть. Кто стоит за всем этим, за этой радостью, за этой атмосферой. И почему мы это имеем? Потому что если убрать Христа,
жизнь неожиданно станет очень грустной. Аминь. Давайте мы не будем забывать об этом. Почему нам важно, и самим подогревать и вспоминать, что же означает Рождество? Аминь. Давайте мы встанем и помолимся, и у меня на сегодня все. Со словом. Аллилуйя, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за Твоего Сына, Иисуса Христа, за Твою милость и благодать, которую Ты дал. Отправив нам и отдав Твоего Сына за нас, чтобы мы имели надежду и упование на жизнь вечную. И Ты простил нам все грехи. Господи, дай нам научиться жить в радости, помнить это и славить Тебя всегда, что бы мы ни делали. Аминь. Слава Богу. И еще, давайте мы прославим, У меня прямо все вот рядом. Пока мы дальше молимся, у нас прославленцы выйдут, какую-нибудь песню возьмем. Давайте еще раз споем. Так хорошо заканчивать, когда это... У нас и время есть. И тепло, можно не разбегаться. Как в Греции, да? Можно чай попить. Итак,